Угу. Никогда бы не нашла. Так, всем здравствуйте. Настя в первых рядах. Угу. Да я тоже ждала, и все никак не получалось, не складывалось, да? Угу. И снова мы в эфире, несмотря на такой длительный срок. Меня слышно, да? Опять традиционные вопросы. Я в эфире, меня слышно. Ага. Да, девочки, всем привет. Меня слышно, да? Громкость есть? Ага, все поняла. Хорошо. Так, как давно ж нас не было-то, да? Давно не встречались. И снова мы, пережив почти все лето в экстремальных. Так, ну чего я не то? Да, конечно, я понимаю. Я вижу. Угу. Так, девочки, давайте, да, всем здравствуйте. Рада видеть тоже вас всех в полном здравии. 5 месяцев, да? Вот видите, как вы точно подметили. 5 месяцев. Сумасшедших, я хочу сказать, месяцев. Мне все казалось, что самое опасное, самое страшное, самое тяжелое время это было то. Тогда, когда мы это все переживали, нет. Хочу сказать, вот сейчас оно начинается, это время самое тяжелое. Оно идет у нас и во всей красе. Я со всеми собачками. Время очень тяжелое, но так хочется о чем-нибудь позитивном сказать. Вот даже себя как-то настраивала и думала, ну вот постоянно и всегда во всех роликах мы только говорим о грустном, о печальном и о просящем, да? Очень хочется о чем-нибудь сказать хорошем, позитивном, и думаю, ну что-то же все равно происходит у нас хорошее.
Хорошее у нас происходит то, что мы живы, у нас не бомбят пока. И у нас кто-то из собачуль пристраивался все эти месяцы понемножку. Но все равно кто-то уезжал в семьи. И это целая история. История, как это все происходило, все тяжело, но это было. О тяжестях мы рассказывать не будем, но я все равно планирую какой-то ролик сделать до полной блокировки, а видимо она будет на ютубе. Сделать хочется ролик о пристроенных. Обо всех не получится, наверное, в одном ролике тем более, да? Ну, может быть, в двух или в трех, а успеем ли этим мы 2-3 ролика сделать? Это все очень тоже время затратно, и на телефоне нет памяти, чтобы перекачивать из архива все прошлые кадры и смешивать с пристройствами в семью. Я, знаете, думала, может быть, сделать такой большой обширный ролик минут на 30. Ну, на 30 минут мне Татьяна скажет, что не пройдет, не прокатит, будет долго грузиться, будет глючить, а тем более сейчас. Видимо, придется разбивать на несколько роликов, но все равно они у нас есть. Счастливчики, которые уехали в семьи. Вот, ролик надо бы успеть. Если кто знает, когда заблокирует YouTube, то махните, сообщите. Я каждый день думаю, ну, включать, не включать, жив, не жив YouTube. То есть каждый день, даже думаю, может быть и не в сентябре, а может быть еще и в августе отключат. Ну, то есть скоро мы, видимо, должны будем попрощаться с большой аудиторией, или там основной. Поэтому я вас всех очень-очень прошу и приглашаю, кто не подписался на наши другие площадки, Telegram, YouTube, подпишитесь, сделайте это, не откладывайте на потом. Потом будет сложнее нас искать. Кто-то не найдет нас. Знаете, когда я переходила с Фейсбука на YouTube, многие так и остались на Фейсбуке. Они не перешли на YouTube. Потому что вот по прошествии там 3-4 лет мне говорят: ой, а вы так пропали, и мы так вот вас вспоминаем, а вы спасаете собачек из Якутска. Можете себе такое представить? Я за эти годы, что на Ютубе, такие масштабы, такую скорость набирала и спасала, а люди оставались на Фейсбуке, и они так и не перешли на Ютуб. Ну, кто-то, вот, знаете, вот не полюбил этот канал, да, так они и не перешли. Поэтому я к чему говорю? Перейдите сейчас, пока мы здесь, пока мы живы, пока вот переходите, подпишитесь. Даже если вы там сейчас не активны, то подпишитесь. Я вас очень-очень прошу. Ну, это вот я немножко о хорошем, о пристройстве, и небольшое объявление сделала, чтобы вас не потерять, а чтобы вы нас не потеряли. Нас — это не столько меня, сколько у меня хвост в виде 200 с лишним собак. Если у меня спросить, сколько же конкретно у меня собак, знаете, вот есть какая-то примета, что ли, или поверье. Как только пересчитаешь этих собак, обязательно что-то случится. Ну, случится, знаете, самое страшно как смерть, так и прибавление на кураторстве волонтера. Поэтому я, например, не хотела бы, чтобы на меня еще упало 3, 5, 10 собак. Поэтому я их вот или не считаю, или считаю очень редко. Раз в год, может быть. Но очень хочется подсчитать. И так хочется, чтобы у меня их было не за 200, а под 200-очкой. Ну, хотя бы 180. Хотя бы 150. Мне кажется, что мне бы тогда было легче жить. Меньше проблем. Чем больше собак, тем больше проблем. Вот иногда можно посмотреть там на наши ролики постоянно, да, просящие. И меня само это бесит, раздражает. Почему? Одни проблемы. Я себе отвечаю, вот чем больше собак,
тем больше проблем. Если бы у меня было 30 собак и заболела, например, одна, то, конечно, одна проблема или две, ну 3. Ну не 30 же 3 проблемы, потому что они накладываются на 2 с лишним сотни собак. Чем больше собак, тем больше проблем. Вот. Обязательно покажем счастливчиков. Обязательно. Я знаю, что всем это интересно, и я сейчас очень себя держу в рамках, и очень хочется не набирать больше. Нравится кому-то это или не нравится, ну, очень точечно. Если беру, прям вот очень точечно, когда кто-то просит, ну, не знаю, просит или там действительно рассказывает, что что-то, какие-то страшилки. А так вообще некоторые спрашивают, а вы больше не будете спасать, да? Ну, сами вы понимаете, а куда их спасать-то еще? Ну куда? Сейчас один клик только сделаю. Вот. Ой, Господи. Вот куда их еще спасать? Но, тем не менее, все равно, вот щенка, например, да, недавно, но очень хорошего, очень смышленого, хочется так в такие руки пристроить волшебные. Щенки щенкам рознь, с ними тоже очень много геморроя, но есть щенки уникальные. И есть щенки уникальные, которых вот нельзя не спасти, поэтому и спасаю. Ой, вот, не блокируют просто оборудование, не обновляют. Тут, значит, на неделе, ну, кто-то из ближайшего окружения в курсе, знает, кто-то не знает, не стала я озвучивать эту проблему. Вы знаете, есть такие проблемы, о которых уже нет ни слов, ни сил, руки опускаются озвучивать. Вот на той неделе пережила такой коллапс, как снова блокировка карты. Потому что не все понимают, почему я там что-то не оплатила, еще что-то. Везут 20 вакцин, а курьер доставил, а мне нечем оплатить, потому что у меня карты заблокированы. А заказывали там за неделю. И отменить нельзя, потому что если карту разблокируют, то ждать еще неделю, пока привезут, не можешь. Да и забыли отменить, и, в общем, до такой степени, а привезли там на 11 тысяч. И даже этих 11 тысяч не было, потому что карта была заблокирована. А карта, между делом, между прочим, Тинькофф. Как вы знаете, как вы помните, что Сберкарта заблокирована у меня давно, в мае еще в мае, а вот эта вот карта Тинькофф, на которую возлагали тогда надежду, что уж с ней-то ничего не будет. Ничего подобного. Она тоже была заблокирована. Но результат таков, что, в общем-то, я вела тоже с ними долгую переписку и разблокировали карту. Поэтому, ну, я знала, что они разблокируют, потому что я им послала и ссылку на наш канал, чтобы показать, чем мы занимаемся. Ой, сейчас прямо между делом переслать. Вот. И, ой, Господи, что-то не туда, что ли, послала. Тут просто надо очень срочно отправить. Вот. И, короче говоря, вот такие вот стрессы, они в моей жизни есть. Вы представляете, что такое? Что такое заблокировать последнюю карту? Вроде все воткнуто у меня. О,
YouTube отключает. Ну, это понятно, что отключает, кто там отключает. Нам вот одна страна или другая страна отключает. Мне сам факт ужасен. Как я буду без вас, без своих подписчиков, потому что основное количество спасенных собак у нас были спасены именно на этом канале. Не на Фейсбуке, не в Инстаграме, а на этом канале. Поэтому, представляете, вот так вот спасали годами. И в одночасье потерять все и всех, и остаться с собачками, и все. С собачками и без помощи. Я просто не вытяну. Если основная масса людей о нас забудет, не подпишется, не будет с нами продолжать дальнейшие наши тяготы, то нет, не вытащу. Я сразу вам говорю, что не вытащу. И все сравняется, все будет равно нулю. Ну, Степ, ну куда ты лезешь? А ну иди вот туда. У меня он сидит на переносках здесь, этот жирный кот. Якут. Ну, все. Вот посмотрите, на какой он возвышенности. Это он на переносках. Вы знаете, у меня вся квартира в переносках. Видите? Степа. Вот. Не видно, наверное. Вот. У меня уже и на кухне переноски. Гора стоит друг на друге. Вся комната в переносках. Я вся в переносках. У меня переноски на столе с шерстью. На кровати переноски. Чтобы я так жил, называется. Да, друзья, вот вы видите, да, что нас и так мало. Нас мало. Для такого количества собак, я вам хочу сказать, нас мало на канале. Я как-то вот ничего не считаю, ни собак не считаю, ни людей, ну, я вижу, что у людей собак гораздо меньше. Все каналы собачьи, вы если посмотрите, волонтерские, зоозащитные каналы, да, у них, если вот так вот посмотреть, собак, ну, 30, 40, 60, 70. Мы можем еще продолжать, да, эти числительные. А подписчиков у них гораздо больше. Я так, знаете, вот делаю заключение, что они просто больше занимаются рассказами о животных, как юные натуралисты. Блогерство это сейчас называется. Поэтому у них все замечательно. Рассказы идут, подписчики прибавляются. А у меня сплошная какая-то пахота. Спасаю. А рассказывать об этом на втором плане. А так не должно быть. То есть я в интересах животных больше спасаю, чем рассказываю, чем выхожу в эфир, чем монтируем ролики. Если бы я просто вот сидела, да, и да, вот монтировали бы ролики, вот показывали картинки, все, ну, наверное, бы было больше бы и подписчиков, мне так кажется, потому что все держится на рассказах, на показах, на рассказах. Если нет рассказов, показов, то ты там хоть опашись на этом поле боя, да? Паши сколько угодно, но тебя не видно, и ты не показываешь этого всего.
Поэтому и подписчиков только столько, сколько есть. По чуть-чуть, по одному прибавляется. Да и к тому же, если не будешь показывать, то вроде как и неинтересно. Что память занимать на ютубе еще каким-то каналом, когда так редко выходят каналы, ролики. Я это все понимаю в теории. А на практике я больше физически и организационно участвую в спасении животных, а вот показами заниматься не хватает времени. Это моя ошибка, это мои упущения. То есть для животных, для количества животных это хорошо, а для себя, чтобы их обеспечивать, и было на что обеспечивать, надо больше подписчиков, нужно больше помощи. И вот все эти каналы, которые другие о зоозащитников, я хочу сказать, они молодцы, они больше показывают. Взяли одну собачку, и вот 17 мгновений весны об одной собачке. Так плавненько идет, и все замечательно. Об одной собачке. И количество подписчиков прибавляется. А я за эти 17 серий спасаю десятков собак. Им бегом, мельком о них что-то покажу. Вот спасли, давайте спасем, вот давайте быстрее на самолет закинем, вот мы встретили, вот мы показали, отдышались, вот мы разместили, потом мы вам покажем, как они живут. То есть, а вы уже забываете, что они приехали, и надо уже, картинки не успевают в воображении людей меняться. Надо уже других показывать. И каждую собаку получается, что нет запоминания. Если приехал Бобик, то надо много серий о нем показывать. Но тогда надо не спасать других. Понимаете, в ущерб другим я могу показывать про одну собачку. Но это будет не спасенных несколько других собак. Не спасенных. Потому что на них у меня не хватит времени, сил, звонков, мольбы, упрашиваний. Там же это все занимает череду событий разных, да, мероприятий. У всех все надо выпросить. Это же не просто там палочкой махнула, и они спаслись. Не так же это все. С кем-то надо поспорить, с кем-то повздорить, кого-то поубеждать, кому-то подоказывать, почему меня не хватает на все вопросы, на все объекты. В общем, вот есть свои сложности. Это с виду только кажется, что ой, приехала, ой, здорово. А на самом деле... Вот, так, хотела я все-таки что-то хорошего рассказать. Только вот пока пообещала вам ролика пристроенных, ну, пока вы просто вот как бы 2 пишем, 3 в уме, понимаете, что они есть у нас. Они у нас есть, и все равно мы сделаем ролик, я надеюсь, если этот канал не отключат завтра. Вот, знаете, вот во всех ситуациях говорят, надо быть оптимистом. А вот скажите мне, а вот в сегодняшней ситуации неужели надо тоже, закрывать глаза и думать, что все будет хорошо, прорвемся и будет все хорошо? Но это же обман себя. Разве можно так явно обманывать себя? Мне кажется, нет. Вот. Я тут, знаете, еще с кошками очень на той неделе. Мало того, что без карты была, заблокированная карта была, еще как раз прилетела у меня и в Питер много кошек, и сюда прилетело 3 кошки, которые мне очень так тяжело дались.
Я-то думала, что я их привезу на передержку, договорилась уже к человеку в возрасте. Но думала, что они как-то время какое-то поживут, а там дальше я решу. А ничего не получилось. Они в таком плачевном состоянии были, в прямом смысле слова. Я избегалась по врачам и клиникам, а мне же еще надо было их изолировать от своих кошек. Свои кошки стрессанули и тоже начали хандрить. В общем-то, тут я себе подставу устроила, конечно, большую. Вот. То проблема одна, то другая. Выкатывались, и я просто не знала, за что браться. То ли за желудки, то ли диарея, то ли уши, то ли помыть их от помета. На животе у некоторых липушки с какашками, а они еще не давались, а глухая вообще надавала мне по мозгам, потому что ей больно. Опять? Я переподключаюсь. Ольге спасибо за донат. Я, видимо, упустила момент какой-то. Ольга, да, пришла. Денежка, спасибо большое. Так, что такое с этим самым? Я не успеваю все читать. И, то есть, я не поняла, что я периодически, видимо, да, видно. Так, я сейчас, меня слышно, Татьяна, меня сейчас слышно. Я не понимаю, что, может быть, в другую фигню засовать?
Так, меня слышно или не слышно? Я теперь не понимаю. Какие-то окна пропали. Я переставила микрофон. Может, зря сделала. Так, кто со мной здесь? Мы перезагружаемся. Давайте я вам просто скажу, что мы перезагружаемся. Перезагружаемся, перезагружаемся. Так, друзья, я знаете, что забыла сказать? Ой-ой-ой-ой. Я забыла сказать, смотрите, если нас будет сейчас выбивать отсюда, из эфира, да, вы не пропадайте. Я понимаю, да, мне уже тут строчат, говорят, что нет звука, то тогда мы что-то меняем по ходу. Вы просто сразу не уходите, мы все равно еще немножко поговорим, да, с вами. Просто мы тогда перезагрузимся, просто перезагрузимся. И надо просто будет подождать, потому что загрузиться это надо какие-то все равно, каких-то 5-7 минут хотя бы. Значит так, собачулю, да, вывезли, но сумму эту не собрали, которую надо было на дорогу, поэтому пришлось взять из денег и кураторских взяла, и, ну, в общем, отовсюду взяла, потому что надо было там тоже передержку оплатить, в Эстонии, то есть, поэтому, ну, спасти, главное, чтобы спасти, самое главное, чтобы не усыпили, это самое главное. Вот, еще не можете зарегистрироваться, ведь тогда не станут блокировать карты. Почему? Потому что я много-много раз объясняла, чтобы зарегистрировать фонд, столько 4 ролика в месяц. Да знаю я про эти упущения. Чем меньше роликов, значит, тем больше проблем. Чем меньше роликов, значит, тем больше проблем, от которых у меня опускаются руки. Потому что я человек, я не робот. И знаете, когда мне все, как договорились, все передержки стартуют, здесь инсульт, тут поплохело одной собаке, тут разорвана челюсть другая, тут полморды опухло быстро по клинике. В клинике, вы знаете, я зашиваюсь. Я зашиваюсь от этих проблем. Не обо всем, совершенно не обо всем. Это же не так вот по щелчку, знаете, вот поплохело собачки, раз так я и ролик смонтировала. Ну, не так. Одну собаку лечили, в частности, Мишель. А в итоге поехали стерилизовать, а там, оказывается, идет все равно бактериальное воспаление, и все надо по новой начинать. И у меня просто, вот знаете, вот обо всем. Вот, а тут показывают собаку с окровавленной челюстью, у нее флюс, у нее что-то опухло, то ли от зуба, то ли под глазом, то ли антибиотики, то ли надо зуб удалять, чтобы... Ну, то есть, вы знаете, я просто зашиваюсь. Вот это как-то кажется, знаете, со стороны, ведь я же спасла собак. Значит, ну спасла, все. Я их привезла, разместила, они живут. Только кормите, все, кормите, все. А что еще-то? Ну, там, развести, привезти, там, да, рассадить их по разным местам, кто дружит, не дружит. Ну, не так это все. Я никогда не смогу объяснить, пока в это во все сама не окунешься. А тут еще последняя партия корма, который ты успела там буквально вот полтонны завозили там месяц назад, а последние остатки, говорит, ну все, нет, все, уже нет. А собаки так полюбили, и так им нравится, и они так едят, и так хочется еще и еще купить, потому что знаешь, что сейчас с сентября-октября будешь покупать гораздо худшего качества и в 3 раза дороже, и хочется купить хотя бы остатки, еще полтонны, по цене вообще волшебной, которых не было такой цены за 7 лет ни разу. А у тебя карта заблокирована, это во-первых. А во-вторых, ты не сможешь
купить в любом случае на эти деньги. На эти деньги только текучие расходы. Вот зуб удалить, чтобы начала есть, только вакцины оплатить, только оплатить Романа зоотакси, только это, только вот еще давайте собачку эту спасем. Короче говоря, вот идет поток, вереница проблем, о которых мне от того, что у меня опускаются руки, мне не хочется ничего говорить. Вот как робот, вот ты шагаешь вот так вот, выполняешь, делаешь что-то и говоришь, что надо как-то продержаться. У меня на одной передержке, там, где натуралкой кормят собак, и там, где они не покупают сухой корм, хоть по акции, хоть не по акции, они не покупают, потому что там кормят кашами, да, и поэтому она, хозяйка, эти холодильные камеры забивала обычно продуктами, обрезью там тоже покупает, где-то урвет там со скидкой. И тут она говорит, у меня только овсянка осталась. Ты о чем думаешь? У меня только овсянка осталась. А на что? Все из холодильника уже выгребла, а никаких теперь запасов нет, я могу только пустить морковку и кабачок в овсянку. Ну, деньги-то, говорит, давай. Я говорю, у меня карта заблокирована. Ну, то есть, когда карту разблокировали, я послала ей 15 тысяч. Оплатила, то есть, 2 собак. Но она, естественно, говорит, это не решение вопроса. Я у тебя буду так постоянно просить. Я говорю, да нет, не надо просить, я просто не понимаю вообще, что происходит. Хоть проси, хоть не проси, если меня или блокируют, или у меня ролики выходят редко, и мне надо выходить с каждой кашей, с каждой... А даже если я выйду, вы у меня спросите, ну или пришлете, а карта заблокирована, я все равно не могу. А если вам сказать, что карта заблокирована, вы тоже не поможете, потому что карта же все равно заблокирована, куда посылать? А если делать новую карту, идти в новый банк, то карта займет опять, подготовку карты тоже займет, 2, 3, 4, 5 дней. Кто-то 5 дней, кто-то там 7 карт. И то надежды нет. Банк ВТБ тоже очень строго контролирует. И, как мне сказали, Сбербанк теперь обязал все другие банки трясти своих клиентов. И вот они начали. Я попала в число первых, кого начали они трясти. Фу. Мало того, что у меня и так больше, чем собак. Вы мне просто вот сами вот так вот навскидку даже, вы же смотрите и другие каналы, да? Какая-то реклама у меня выскочила, я сейчас ее нажму. Вы же смотрите другие каналы, вы же видите, да, вы даже невооруженным глазом видите, что на других каналах, где подписчиков масса, но где они часто вещают, они поэтому часто и вещают, потому что у них мало собак, меньше проблем и больше времени. Вот это только такая прямая связь. Поэтому у них свободны мозги, свободны руки, свободно само тело человека, куратора, чтобы сесть и дать материал для монтажа этих роликов. В общем, у меня все не как у людей. И опять-таки, я теперь, знаете, приклеиваю себе на лоб вот сюда периодически красным фломастером, пишу себе на лоб, ну, чтобы на упреждение, что называется, чтобы не люди мне говорили, потому что есть такие среди своих же участников по спасению, есть такие люди, которые очень любят сказать: сама виноватая. Сама виноватая. Понимаете? Это вот удар по печени. Это дать вот поддых так вот, да? Спасала, а в итоге вместо того, чтобы какие-то другие слова подобрать, мне говорят, ну, сама виноватая. И теперь, чтобы мне не говорили сама виноватая, я тут начертила в другой комнате, начертила на бумажке красным карандашом слово «виноватая», вот так вот на жвачку повесила на лоб.
и говорю, ну вот кому легче от этого, что я теперь на лбу хожу, вся такая виноватая, потому что наспасала собак. Кто-нибудь из нас, из вас, кто-нибудь знал масштабы, насколько нас всех вот так, я не вижу, но спасибо большое за донат. Даже у меня почему-то мутно. У нас глючит компьютер или YouTube глючит, и поэтому я даже не вижу, кого поблагодарить. Кто-то прислал донат. Спасибо большое. Ни имя не вижу, ни денежку. Вот. И от того, что я наспасала. Но это вот, знаете, это какие-то блеяния в пользу бедных. Спасали, потому что надо было спасти. Спасала, потому что их убивали сотнями. Спасала, потому что не могла пройти мимо. По разным причинам. Спасала, потому что они замерзали в минус 50. По разным причинам в течение года я спасаю. Зимой очень активно. Потом на паузе, потом летом точечно. Но все-таки, слава богу, что точечно хотя бы, да, на паузе и точечно в моей жизни тоже бывает. Спасаю. В это время я судорожно и активно прошусь ко всем на порожек. Приютите, разберите. Ну, если Европа не помогает, если Европа не поможет, то рассчитывать, что здесь помогут, нет. Вы все, мои подписчики хорошие, особачены, окошачены. Те, с кем я беседую, общаюсь, у вас все есть, вам не надо. А те, которые не со мной, не в теме спасения, они нигде, им просто не надо. Им не надо в принципе никого. И таких людей очень много. Вот такая у нас публика, что если Европа не поможет, значит будем волочить существование здесь как-то, не знаю как. Где звук опять? Звук пропал опять? Нет звука. Боже ж ты мой. Ну я тогда не знаю. Появился, слышно. Ура, звук. Боже мой. Я, значит, говорю сама с собой. Кошмар. Так. Нет, наверное, это выше было. Да ну что вы. Нет, нет. Лена. Келка. Нет. Неправы. В Германии, да, запрещено. А во всех остальных скандинавских странах разрешено. Вот, поэтому, знаете, что я хотела вам сказать еще по поводу фонда. Вот с определенной периодичностью вопрос все-таки возникает, да, почему бы не зарегистрировать фонд. Это опять-таки кажется. Вот если бы ко мне примкнули помощники какие-нибудь руками, ногами, теорией, какими-то действиями, может быть, мы бы тогда сообразили, чтобы на кого-то повесить ведение вот этой бумажной волокиты, которая требовать будет организация фонда и существование самого фонда. Фонд – это не просто вот юридический статус, да? Фонд – это все-таки круг обязанностей, которые надо выполнять. Когда мне говорят, почему бы не зарегистрировать фонд, вот на вопрос, давайте я вам отвечу вопросом, а кто будет его вести? Заполнять декларации. По-моему, там ежемесячно заполняют декларацию, и опоздание после 30 числа каждого месяца на один день. Каждый день, так, там вот Вика, по-моему, рассказывала, опаздываешь на один день с подачи декларации, штраф 500 рублей. Значит, 2 дня 1000.
На 10 дней 5000 штраф ты должна будешь заплатить. А мне даже ролики некогда монтировать, да? Мне даже роликами заниматься некогда. Те, которые имеют фонды, вот, например, я с ними общаюсь, да, я опрашиваю, спрашиваю, что и как они успевают. Но я начинаю с того, сколько у вас собак. Они мне начинают считать на пальцах. Я говорю, подождите, почему на пальцах? У вас что, собак сколько? А они говорят, ну, 12, ну, 15. Как 12-15? У вас фонд и 12-15 собак? Понимаете, я вот от таких вот общений я впадаю в ступор. Я тогда понимаю, что мне надо сократить количество собак, чтобы у меня появилось окошко времени. Я бы тогда, ну, допустим, хорошо, пусть не 15, пусть 30 собак, да? Я бы 30 собак рассказывала бы бесконечно, то с одной передержкой, то с другой, во всех ракурсах показывала одних и тех же собак. Вы бы их знали всех по именам, этих собак. Вот. Да, спасибо, Мария. Да, приветствую всех новеньких, подключившихся. Я бы вещала про этих собак, вы бы знали их, прям вот знаете, вот вы бы их точно знали, вот как на других. Ой, барханчик появился, понимаете как? И прям вот он кушает, вот он какает, вот он плавает. И вы бы тоже точно знали. А когда их за 200, то не знаешь даже за кого браться. Все наши попытки начать рассказывать какими-то такими кусочками рассказывать об одной, о другой, о третьей собаке, они не получили продолжения, потому что дальше теряешься уже. То передержка тормозит, то передержка вовремя не снимет. То вот надо было сказать раньше, а сейчас я уже уехала, а сейчас я на капельнице, и как-то бление вот это вот опять, и никак не получается вот, да, смонтировать. А когда там оказываюсь, то вот массовку, вот этот радуется, этот виляет хвостом, ой, какие они замечательные, какие они человечные, и все, всех объять, всех поцеловать, и как-то каждого по отдельности не получается. Так мы возвращаемся к тому вопросу о фонде. Кто будет помогать? У другой сколько собак? Ну, у нее 70 собак. 70 собак. Поэтому у нее фонд. Нормально. Я даже на 70 согласна. Но не 200 же с лишним. 230, я образно говорю. Мне кто-то говорит, ой, вчера было 250, а сегодня 230. Я говорю, может быть 225, может 245. Я не знаю. Сосчитать их, это значит, жди прибавления, если я начну их считать. Не буду считать. Где-то вот в районе 230. Уезжали все лето, понемногу, но уезжали. Спасибо тем принимающим сторонам, к которым я достучалась, пробилась. Они откликнулись, они тоже не боги, они тоже делают все возможное. Но вместо них приезжали другие. И вы это видели. И Север, и Сёма, и Барса, и... Я уже забыла, кто. Этот щенок. Нюша. Сейчас еще один щенок на голову свалился мне. Боже ж ты мой. Знаете, если бы у меня разбирали собак, мне кажется, я бы себя чувствовала человеком. Как-то, наверное, я дышала бы по-другому. Я сейчас не дышу. Понимаете? Я не дышу. Я дышу через раз. У меня голова настолько забита. Я даже, когда разговариваю с кем-то, я все равно думаю только о проблемах и о собаках. Я поэтому могу ответить что-то не впопад. Иногда я просто говорю да-да-да, 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 потому что в это да-да-да у меня входит круговорот моих проблем
И я не знаю, что мне ответить этой передержке, и этой, и этой. У этой нет мясной обрези, у этой отключают свет за неуплату, у этой еще что-то там отключают. Этой везут корм, но мне тоже ей нечего послать. Я что-то постоянно здесь вздулся, пол лица разворотила, а здесь инсульт начал кругами ходить. А здесь надо промывание петли делать, иначе бактериальное снова. Вот, и меня не знаю, я не знаю. И мне, если вот еще фонд повесить, да, на меня, ну, конечно, вы этого не увидите, как я не смогу выжить даже. Приходите, давайте помогайте. Вот помогайте, как-то онлайн тогда помогайте. Давайте вот кому-нибудь поручим организацию этого фонда, но только разграничим вот все обязанности, и что от меня требуется, опять-таки, время, да, ну какие-то данные я буду вам закидывать, а вы делаете декларации, отчетность, и каждый месяц не опоздать после 30 числа каждого месяца, будете отправлять, но я думаю, что онлайн можно отправлять, не обязательно ногами топать туда, да, а онлайн отправлять. Но что за этим будет стоять, я не могу вам сказать при таком количестве собак. А если сейчас еще YouTube отключат, я тогда вообще не знаю, за что хвататься. Я вот просто вот даже вот разграничиваю, я не могу понять, где нужнее, где я должна быть на передовой, в рядах, каких мне встать, в каком ряду. Я вот одна, вот это вот поле, да, вот это вот поле, вот передо мной вот эти вот 250 собак, и я не знаю, куда себя кинуть. И надо не забывать, что ролики надо делать, ролики. Да сейчас YouTube уже закрывается, уже все заблокируется, да. Я не знаю. Ну, вообще, чтобы сделать ролик, вот, например, мы сейчас будем делать о пристроенных, я думаю, что дня 2 уйдет. Это только чтобы дня 2 надо сделать. Но это я, значит, должна забыть, в общем-то, все проблемы, которые сейчас у меня грядут. А сейчас грядут к сентябрю, мне уже все передержки озвучили все проблемы. Сейчас надо одну передержку объединить в одно место. И надо собак будет перевозить. Потому что вот в связи с тем, что невозможность оплаты. Мы хотели за лето построить там хотя бы 3-4 вольера, чтобы рассадить там 12 собак. У нас не получилось. Летом было меньше помощи сокращенной, поэтому ничего не получилось. Я же оплачиваю собак, а на эти деньги люди благоустраивают собак, да. Если я не плачу деньги, а только хватает на корм, ну, значит, только корм. Тогда не получается им расширить, объединить передержку, перевести собак. Вот. Да, и еще, да, вот хочу сказать следующий момент. Значит, фонд – это когда или собак, вот точечные такие есть, знаете, вот фонды, которые Маша с Глашей там раз объединились и сделали фонд. Есть фонд у Шереметьевский приют, вы знаете, прекрасный, да, приют, но сколько у них спонсоров, сколько у них помощи. Я была у них целый штат людей. Это там просто шикарно. Это просто шикарно. Там за собаками ухаживают тоже ребята, ну, которые зарплату получают. Да. Они очень хорошо управляются с этими стафами, и мне очень понравилось. И там волонтеров, просто вот при мне был человек 10-15. Они приходят, они помогают, они убирают, они выгуливают, они общаются. Такая движуха, столько приятная атмосфера, но там штат, понимаете? В каждый, видимо, приют не муниципальный, он имеет фонд.
Вы не забывайте, а сколько там сотрудников работает? Несколько тысяч собак. Я, например, там плачусь, да, там с 2 сотнями. Я единица. И все проблемы, они валятся на меня. Отвезти даже собаку, и то нет машины. А во всех этих, в клинику имеется в виду отвезти, а во всех этих фондах только клич кинь, и волонтеры приезжают, отвозят, лечат. Она одна в жизни бы никогда не справилась. Поэтому все-таки надо приводить примеры какие-то идентичные ситуации, а не так, что я могу себя сравнить только с теми волонтерами, которые вот точечно, штучно вот так вот спасают, как я, вот с ними сравниться, но они дружат с головой, и они или 15, или 30, или 70, вот больше они, ну, кто сколько тянет, у кого какое терпение. Но таких не дружащих с головой-то надо еще поискать. Ну, в общем, одним словом, наспасала. Теперь с красной такой надписью на лбу виноватая хожу, как идиотка. Нет, Лена, нет. И законы, в отличие от России, работают. Нет. Вы напишите мне в личку, я вам расскажу волшебные. Лена, фамилия Келка. Расскажу жуткие и грустные истории. Нет, мы просто попали тоже хорошо и с другими кураторами. Другие кураторы. Собаки пострадали от других кураторов, не мои, но от этого легче не стало. Поэтому я знаю про закон. Ко мне тоже из Финляндии обращались. Есть ли у меня связи знакомые, потому что сроку там дали до утра решить проблему с собакой, иначе хана собаки. Вот, тогда напрягались, знаю, много кураторов, которые, как оголтелые, до утра спасали собаку. Нет. Я просто не буду это все озвучивать. У нас просто выхода нет. Или туда, или здесь никому не надо. Или вот жду, когда дорогу на Луну проложат. Может быть, на Луну мы полетим. У нас нет никаких выходов. Нас взяли в кольцо. Да, правильно, вот Мария говорит, правильно. Бухгалтер, юрист, одного желания, вот так вот, иди туда, не знаю куда, делай то, не знаю что, и это все взвалить на меня. А весь мир и вся страна вокруг только будут советовать. Я разве против? Я на все согласна. Понимаете, я не противлюсь абсолютно ни разу. Все, что нужно для собак, пожалуйста, только, давайте все-таки понимать, что один человек, он один в поле не воин. Да, нет, что значит поручите ролики? У нас ролики и так готовит Татьяна. Но Татьяна, она не имеет материал. Как Татьяна будет готовить ролики, если весь материал у меня? Весь материал у меня. Как собака жила в апреле, в марте в Якутске, как ее спасали, как ее привозили, что с ней было. Все у меня только в телефоне и на 2 жестких дисках. Вот. Там 5 миллионов, 10 миллионов материала, фото, видео. Надо все перелопатить, надо найти. Вот я недавно, это про Марсика, которого рассказывала вам, да, что надо его вывести из Швеции в Эстонию. Я искала 4 дня материал. Я помню, как его спасали, но я не могу вспомнить, где, в какой переписке у меня... с кем материал, где мы спасали с Олей, Олеся, Маша, где, я не могу найти. Потом я стала восстанавливать, какой это был год, 21 или 22, это был телефон тот или этот, в переписке с Олесей, чтобы одно видео найти, надо открыл, закрыл, 5 миллионов видео. Вот сейчас мне надо будет подготовить материал, готовит ролики Татьяна. Вы видите прекрасно, какие прекрасные ролики. И все надо это
Она же про каждую собаку уже не может знать, вот так вот, как по щелчку, да. Надо показать, все рассказать, надо эти видео найти, особенно архивные материалы. Это все затратно по времени. И поэтому каждая собака, вот чтобы смонтировать даже, а там будет материал, вот как она жила, да, в Якутске, как она в крови была там в Якутске, потом ее привезли, спасли, потом ее здесь отмывали, лечили, пиарили, это промежуток времени, но мы делаем это все сжато, потому что это не всем интересно, да, тогда один ролик только мы сделаем, а собак, например, пристроилось, 20, например, да, это надо про одну собаку все пообрезать, все ненужные из видео, и смонтировать все самое нужное и поместить в 2-3 минуты. И вот чем больше обрезаешь, отшлифовываешь, тем затратно по времени. И почему я монтирует один человек, а я материал доставляю? Доставить, откопать этот материал, получить от семьи, от фонда, от человека, который там опекает, контролирует пристройство, с ней связаться. И все это по времени, это все очень затратно. И вот только тогда смонтируется ролик. Поэтому я радуюсь этим роликам, я хочу вам показать, но я с содроганием думаю, сколько же я буду, уткнувшись в телефон, сидеть и выискивать этот материал. И только поэтому я откладываю на потом, на потом. Главное, они спасены, они живы. Ой, как хорошо, вот они на диванчиках, да. Но это затратно по времени. Вот, отправить на Тинькофф или Озон. Так. Верочка, вижу. Спасибо большое, Верочка появилась. Она тоже очень переживает за животных, очень помогает. Спасибо ей огромное и здоровья ей, потому что болеет тоже человек, здоровья огромного желаю. Вот. В другой банк с комиссией, в другой банк с комиссией. Нет, вот если по телефону переводить, то вот если по телефону переводить, вот все, да, вот вы там друг другу даже подсказываете в комментариях, через СБП, да, вот эта вот функция, да, если по номеру телефона, то без процентов. Вы же потом сами мне пишете на WhatsApp, ой, да, получилось так, как вы научили, вот там, да, то без комиссии. На другой банк со своего Сбера вы отправляете на Тинькофф не по номеру карты, а по номеру телефона, и тогда процентов не будет. Через СБП, да, вот комиссии не будет. Отправляет именно так вот Мария, вот подсказывает номер телефона, который... А телефон нужен вам всегда. Я в каждом ролике, посмотрите, пожалуйста, мы пишем, что у меня всего 2 карты. Тинькофф и Озон. Озоном пользуется, наверное, очень мало людей, но он тоже есть, и им можно пользоваться. И у меня один телефон, который заканчивается на 6060. Легко запомнить. И мы его тоже всегда указываем. Все карты привязаны к этому номеру телефона. Вот, да, вот, который вот называется человек ИИ. Вы увидели номер телефона. Он у меня один на все времена. Не менялся никогда. И легко запоминается. Вот по нему попробуйте. Так, у нас несколько человек делают ролики. Несколько человек, чтобы делали ролики. Вау. Такого еще... Нет, подождите, а как это несколько человек? Это вы думаете, что это так легко и запросто, что ли, делать ролики, да?
Не знаю, я в своем окружении людей не вижу таких, чтобы вот делали ролики. Нет, есть у меня человек, да, тоже за границей, который может делать ролики. А какой смысл-то? Мне что ей, что одному человеку, что другому человеку закидывать. А потом они еще между собой будут, да, какой-то элемент, ну, не то что ревности, ну, я даже не представляю. Мы же не подружки все так, да? Делает один человек, делает. И этот человек выполняет хорошо эту работу свою. А я как будто бы этого человека предаю, и вот давайте другому человеку дадим. Но у меня тоже будет время затрачиваться, что Оле, что Маше, что Глаше. Я все равно буду затрачивать часами время, чтобы закидывать материал. Допустим, я 30 роликов закинула, 30, да, а из этих 30 роликов надо выбрать и обрезать всего на 10 минуточек, а роликов на 30 минут. И вот эти 10 минуточек надо смонтировать, чтобы вам красиво донести материал, чтобы из одного материала в другой вытекал, и все это было очень плавно и очень душевно и смотрибельно. Не все просто, это кажется. Знаете, у некоторых я ролики видела, знаете, какие? Просто видео. Просто видео. Это называется «Что вижу, то и говорю». Вот я вышел в поле к собачкам, вот я видео снимаю, вот они, вот мы покушали, ой, покудахтали, значит, там, да, все это сняли. И вот этот вот ролик, безо всякого монтажа, не перетекает одна тема в другую. У меня же вообще с ума сойти. Тут самолет прилетел, тут давайте эту спасем, тут этот погибает, тут еще что-то. Темы-то, они соединяются, их надо смонтировать. А можно просто видео. Вот просто видео, да? Вот встретили самолет, вот самолет. Ну это неинтересно, самолет. Ну и что? Вот они в клетках сидят. Вот мы вывели их, вот они покушали, покакали. А какой, ну, не знаю, ну какой интерес от такого ролика? Мне кажется, что у нас ролики очень такие яркие, много тем охватывают сразу. Нам надо рассказать вам и это. Ну, вот, поэтому Странджа. Поэтому вот я ответила Страндже. А если вы делаете ролики, то вы мне напишите, мы пообщаемся. И я вас соединю с Татьяной. Если вы найдете общий язык и общие точки соприкосновения, может быть, вы будете монтировать вместе в интересах собак, да? Я понимаю, что тут ну, как бы руководство все как бы движет нами, как лучше сделать для собак. Я вас понимаю, но в человеческих отношениях не так все просто. Да, через PayPal. Через PayPal можно, Анжелика, можно через PayPal. PayPal в конце каждого ролика у нас идет. Там только подписывать ничего не надо. Вот это я еще раз помечу. Подписывать ничего не надо, чтобы PayPal не заблокировали, как мы помним, да, что собачкам там, или приюту, или Ларе Володиной. Вот это не надо подписывать, потому что PayPal блокирует. Если какой-то благотворительный видят деньги, то они такое не допускают. Благотворительность не приветствуется на площадке PayPal. Вот, в конце каждого ролика PayPal у нас идет. Да, вот мы разместили под сообщением PayPal, которым можно пользоваться. Все-таки PayPal у нас есть, несмотря на то, что в России его давно-давно уже аннулировали. Так, Елена, спасибо большое. Спасибо за донат.
Вот, возможно, нужно указывать в сообщениях на благотворительность, чтобы карту не блокировали. Вы знаете, может быть, я уже даже не знаю, кто-то подписывает, что на благотворительность, но, как мне показалось, я уже им скрины отправляла, я говорю, вы посмотрите, люди присылают благотворительность, благотворительность, а они как эти мартышки, ждите ответ, мы все делаем, что в наших возможностях. Я говорю, вы понимаете, что у меня собаки сейчас будут умирать, а слово собаки для многих очень действует отрицательно. Я понимаю, что я только раздражаю словом собаки, поэтому я говорю собак, я заменяю словом животных, уже заменяю словом зоопарк, уже не знаю, какими словами заменить, но говорю, что давайте много очень жестокости в этом мире, давайте будем добрее. Я уже говорю, присоединяйтесь к нам, пожалуйста, милые операторы. Операторы на моей стороне, но руководство, принимает решение о разблокировке, там вышестоящий какая-то там у них отдел, контора. Я говорю, пожалуйста, пошевелите. Вы понимаете, что... я пыталась их убеждать. Я вот всю неделю писала с утра и до вечера. Ждите, может сегодня. И вот так вот мы с ними общались. Потом разблокировали, я им сказала спасибо. Я просто вся на нервах уже, я не знаю, что. Так, можно просто видео кинуть на 5 минут. Угу. Видео кинуть на 5 минут. Это как понять, видео кинуть на 5 минут? Дело в том, что я, как вы понимаете, я не передержка. Я не живу с собаками. Хоть и многим кажется, что недавно ко мне обратились из Феодосии, помогите, спасите, через 10-е руки, дали ваш телефон, как и только вот ко всем обратилась, не могут помочь с кладбища спасти, помочь там щеночков. Я говорю, нет, все. И я говорю, вы понимаете, что у меня квартирка маленькая, у меня более 200 собак. Ой, а это как это? Вот, понимаете, люди не понимают, как это. Собаки голодают, болеют, рождаются или умирают, прибывают или уезжают, пиарятся или снова лечатся. Это все на мне. Не знаю. Голосовое можно и так кинуть. Как это голосовое кинуть? На YouTube голосовое кинуть, что ли? За просмотры... Нет, монетизация это уже давно отключена. Это же уже давно было. По-моему, до военных действий, что ли, это еще уже... Раньше там что-то капало, там 100-200 евро может накапать. А сейчас нет. Отправить в Курскую область. Друзья, да, в Якутске нет рук, здесь нет рук, Москва большая и нет рук. Вы понимаете, что Якутск маленький, там 300 тысяч, что ли, населения, там тоже нет рук. И при этом надо молчать, никого не обидеть, ничего. Я ведь очень многих людей раздражаю, вы это знаете, наверное, это не секрет. Поэтому с этим как-то и живешь. Приучился уже так и живешь, как на острове. Ай, Господи, прошлую неделю я себя ощущала на острове с собаками. А так, в принципе, раздражай, и как бы, и главное, что караван-то идет, да, шел караван, раздражаю. Одни наезды, вы знаете, одни наезды. Я понимаю, что чем больше ты себя впрягла, тем больше с тебя спрос. Чем больше спрос, тем больше недовольства. То здесь что-то не успела ответить или не успела сделать, не успела кого-то встряхнуть,
чтобы прислали ответ на мой вопрос, который я озвучила по просьбе той стороны. Мне задали вопрос, я озвучила там вопрос в другом городе, Питере, там по рыжему или по серому, а там не сочли нужным. Что ты паникуешь, все нормально? Я говорю, все нормально, это не ответ. И вот эти передрязги, какие-то передрязги, я во все это включена. Я еще надо этому всему противостоять. Я человек, я не могу это все успеть. Если я людей соединяю напрямую, общайтесь напрямую. Люди не могут общаться напрямую. Они все друг друга не терпят, раздражают. А через меня можно, потому что я как футбольный мяч. Я стерплю, я постараюсь гибко объяснить, мягко и пушисто потом донести, и я же стану виноватой, потому что, не так все. В представлении этого человека все не так. Надо сделать так, как вот кажется. А как я сделаю? Это человеческий фактор. Я не одна принимаю решение, а мы все-таки, хоть и нет такой ногами-руками помощи, но движение собак куда-то в счастливую жизнь все-таки принимают участие другие люди. Это не отнять, безусловно, конечно. И я на них завязана, я на них завишу. Ой. Настя, я услышала, что ролик просто кинуть, но я просто не пойму, какой ролик кинуть. Мне ролик кинуть, находясь дома, и сказать: спасибо, аноним, донат пришел, да, 200 рублей, спасибо большое. И я не знаю о чем. О чем? Проблем слишком много, а руки у меня ниже колена опущены. Вот подключайтесь, не знаю. Я не знаю. Вот один запрашивает одно, другой другое, один по кошечкам, другой по собачкам, а я в это время в 2 клиниках разрываюсь с 3 кошками и не понимаю, что с ними делать. И понимаю, что я вроде как и не хотела так, а так получилось. Но на пути, на полпути, ты же не кидаешь животных, ты должна довести до конца, а ты одна. И никто вместо тебя не поедет. Нет, никто не поедет вместо тебя, пока ты занимаешься с одной с процедурами, потом на грани как бы свои не заболели, кто-то зачихал. И, не знаю, я, в общем-то, с темы на тему, я понимаю, что перескакиваю. У меня и вся жизнь вот так, я перескакиваю, я не знаю, за что хвататься. У меня всего лишь только 2 руки. 2 руки. А мне надо успеть везде. А сколько у меня связь с общественностью занимает времени? Это, знаете, это немногие понимают. Кто-то вот говорит там: ой, я извиняюсь, только один вопрос, все, я поняла. И как бы все, понимает. А кто-то вот толдычит и толдычит мне, толдычит и толдычит. Вы не положи эту информацию. В общем-то, я начала, конечно, с желания о позитивном, но на позитивной ноте я не могу долго удержаться, потому что меня несет. Я не знаю, что вам еще поведать и рассказать. Вроде бы обо всем понемножку прошлись, но что-то я хотела сказать еще больше. Это у них тоже руки есть. Из Феодосии, да нет, все города, знаете, нет, там вообще во всех городах, нет, конечно, они пусть спасают, я там репост только смогла сделать, никто не спасет. Если большие города не возьмут, Москва, Питер, то там нет, там не спасут. Там, наверное, опять назад на кладбище отнесут. Вот, где нашли. На канале, как сняли сами, так Тане и скинули. И она записала на канал. Тане скинули и записать на канал. А я же скину, я так и кидаю. Но это будет неинтересно. А как это, как соединить? Я вот встретила самолет, да? Мы встретили, вот мы покормили, А вам это интересно смотреть? Мне вот одна сразу сказала: что ты прям одно и то же показываешь? Я говорю: да почему одно и то же? Вроде бы 2-3 минуты.
Ну, все равно лишнего не надо, на поводке вот не надо показывать, это неинтересно, спину смотреть собаки. Давай что-нибудь там, быстро, другой. Ой, тогда это так картинки должны быстро меняться, это так должно монтироваться быстро, отсюда, а это все надо соединить. А как? А чтобы соединить, это вот Татьяна нужна. Для этого и нужна. Нет, это вот каждый судит по себе. Вот мне просто видео покажи. Ну, просто видео мы очень стараемся с Анечкой показать, если передержки тряханем, то они нам снимут видео, и мы вам в чатах по собакам там показываем. Но это совсем немножко другой формат, да? Просто показать видео, как живут собачки. Или как встретили. А ролик, он должен какую-то функцию другую нести. Должен содержать какой-то материал объемный. Вот у кого как и легло. Вы знаете, вот не знаю. Про старичка, если вам рассказывать, вот инсульт у него, вот он грустный, вот он ворчит, вот он перегородил дорогу, никого не пускает, вот он ворчит. Что вижу, то и пою, да? Про одного старичка. Так, хорошо. А в это время-то у меня на других передержках-то тут зубы окровавленные, тут щеку разорвали, они повздорили там, да? А это-то кто будет вещать? Или это все надо же все вместе. Я, кстати, вам не рассказала, я даже не знаю, в какой ролик поместить. И с Мишель проблемы, и с Алиской проблемы, и это другой вопрос тогда. А вы хотите это видеть? Они придется показывать, потому что помощь нужна, конечно, помощь нужна. Или можно не показывать. Ну так, не знаю. Она залила на канал. Нет, такого не было. Татьяна, думаю, даже откажется такую. Она скажет, это галиматья. Что это тут показывает видео? У меня в телефоне 5 миллионов видео. Только смотри, засмотришься и еще больше руки опустятся. Со старичком из Бурятии, скажите, пожалуйста, пару слов. Старичок жив, вот у него инсульт был недавно. Хорошо, что у нас как раз приехал доктор по стерилизации. Она посмотрела, она даже сразу сказала, что ну это инсульт. И это самое, прокололи, она сказала, что надо делать. И вот хорошо, что врач оказался, все, что нужно сделать, прокололи, и дальше живем. Ничего. В клинику можно бегать, да, по клиникам, но приходится иногда, когда знаешь, чем проколоть и как поддержать, то приходится самим, чтобы лишний раз только не просить денег. Помогите на бензин, помогите на врача, а тут пришли к доктору, вот с этой хромотой, то, что приседают, там другой вот старичок, но благо, что доктор хороший, он сразу сказал, я, говорит, конечно, могу, говорит, вас сейчас на 15 тысяч вам выписать анализов и послать вас по холодку, значит, анализы сдавать. Оно вам надо? Зачем? У вас столько животных, вам некуда потратить деньги? У вас ярко выраженная у этого молодого дисплазия тазобедренных суставов, а у этого возрастные проблемы с суставами. Мы так ему сразу, а может быть, вот глюкозамины, хондромитин. Ну, если вы в них верите, то пейте, хуже не будет. Врачи в это не особо верят, но тем не менее вот выписала вот это дорогое лекарство, которое мы покупали. Вот я тогда просила помощи 3 на суставы. Вот тогда получилось, да, мы купили лекарство, месяц пропиваем. Кто-то пропивает, кто-то уже нет, ну еще остатки допиваем. Вот хорошо, что доктор вот такой, да, попался, а другой бы, правда, каждой собаке по 15 тысяч анализов насдавать. О, лихо. Это полтинник только на одни анализы. Спасибо. У нас нет таких денег.
Поэтому лучше лечить, и лучше, сами уже знаем, кому чего лечить. Светлана, спасибо большое за донат. Анжелика, да, я поняла. Я с тобой свяжусь, Анжелика. По-моему, это с Анжеликой. С Анжеликой, да, я свяжусь, ага. Так, в Якутске как дела ведут? В Якутске? Ну, это, наверное, вы видите, может, на каких-то других каналах. Там все так же. Грустная тема, там ничего другого быть не может. Летом, наверное, опять, что говорить. Там, я так полагаю, я вижу просто, что там истощенных сейчас нет. Я думаю, что их истребили. Там убирают, подчищают, чтобы картину не портили. Поэтому тощих, худых, больных, демодекозных там было много. Я помню, сейчас их нет. Как вы думаете, где они? Вот. Я думаю, что вы правильно себе ответили. По умолчанию все понимают. Вот так вот и живут. Если бы у меня были места на передержках, были бы силы и была бы прежняя помощь, то я бы повытаскивала каких-нибудь демодекозных, и их не так сложно лечить. Бровек-то мы бы заказали через Казахстан, и что-то бы все равно решили. Кстати, Айва, вот которая с демодекозом прилетала по весне, да, в апреле, что ли, она прилетела. Прекрасно она на симпарике, на бровекте уже вся обросла. Девчонка оказалась очень хорошая, славная, с хорошим характером, благодарная. Не зря спасли, что называется. А ведь у нее был демодекоз. Вся красная кожа была везде, там хвост, не хвост, под хвостом, ноги, живот. Власк был с демодекозом. Какой замечательный парень, какой умница, мудрый. Передержку очень хвалит. Тоже с демодекозом еле живого достали. То есть демодекоз это не приговор, лечится, но их истребляют. Они не жильцы. Да. Так. Чего-то тут кому не нравится, пусть сами делают. Да. Не поняла, тогда побольше роликов. Каждый. 2 собачках, пусть они будут коротенькие, и их много. На шортах много приходит подписчиков. На шортах, да, вот эти шорты делать. Ой-ой-ой, в 1 минуту уложить, да, я понимаю, шорты, вот эти коротенькие ролики. Друзья, кто-нибудь, придите, кто-нибудь в помощь, кто-нибудь в помощь придите, чтобы вы закидывали хоть какой-то материал. Татьяна справится, она сделает ролики, и минутные ролики тоже сделает, которая сказала, что ты каждый раз одно и то же снимаешь. Не, она тоже права в своем роде. Что-то там мелькает, да? Сейчас что-то прервется, наверное. Знаете, как YouTube заработал? Вот это VPN тоже подключили. Если бы не эта программа VPN, то тогда мы бы не подключились. Слава богу, что хотя бы сейчас пока на этом держимся. Я думаю, что будут. Лидия Дежнева на вопрос, даже произносить не могу эти слова, я думаю, что будут по осени, наверное. Они и так это делают, только они делают очень ловко, умеючи и очень незаметно для всех. Так, раз, фигак, и 300 штук нету. Раз, и 500 штук нету. Думаю, что будут, потому что они ввели этот закон. Сейчас, наверное, все в отпусках просто, пока как-то прикрыть. Надо же чем-то прикрыть. Морозом, например, закрытием ворот. В общем-то, да.
схема настолько понятна, ясна. Что-то по директору ППЖ, не знаю, замуж вышла вроде. А что там известно, не знаю. Да, ничего там не изменишь. Летом надо готовить, утеплять будки. Ну а кому это надо? Очередное лето, я смотрю, только перегородили дороги, чтобы подальше от глаз волонтеров было. Тут между вот этими вот казематами, между этими камерами, да, заключенных, я это называю, перегородили, здесь ворота поставили, здесь ворота поставили. Ну, типа, чтобы собака бегала, тут выгуливалась. Вот какая-то одна собака выгуливается. А так, чтобы не особо пускать. Есть там смертники приговоренные. Там тоже есть этот самый блок целый. Туда человеческая нога не ступает. Они там периодически сами умирают. Не хочу ничего говорить. Да, ходит. Женя ходит. Фотографии, да, вижу. Фотографии вижу. Да, есть от нее материал. Угу. Есть. Только кому его показывать? Если бы, я говорю, разбирали собак, то я бы показывала, вы бы разбирали, мы бы привозили и так далее. А если вы не разбираете, я не могу забирать, то мне тогда и показывать, если я буду вам показывать, то вы потом меня же польете и скажете, а зачем тогда показываете, если мы готовы вам прислать денежку, а вы не забираете? Ну и зачем? Зачем я буду вас раздражать? Мне такое уже высказывали. Если не спасаете, то тогда и не показывайте. Ну, я послушала совет подписчиков. Не раздражаю. И так раздражаю всех. Не раздражает только тот, кто ничего не делает. О нем не знает, он не спасает, и он не раздражает. Замечательно. Видите, как замечательно все. А я не знаю, с какими якутскими, но за 7 лет-то со всеми знакома, всех знаю. А я не знаю даже, что сказать. Они как-то сами по себе шуршат, и все. А спасать можно там только с одним человеком. Это, например, конкретно, кто реально пойдет и сделает. Это зоотакси человек и может быть передержка, которая уже не передержка, потому что там что-то кормили через день, а может быть, не знаю, что-то все как-то, знаете, не пойму даже. Я даже не понимаю, сейчас не с кем спасать. Короче говоря, не знаю. Нет, ну, что о них сказать? Они хорошие люди, наверное. Я что могу сказать в эфире? Вот представьте себе. Меня там поливают и трехэтажным, да? Что я могу о них сказать? Они хорошие люди. Я для них плохой человек, потому что я как фурия. Я спасаю много, и я раздражаю. Как мне говорят, куда ни плюнь, везде Володина. Уже достала. Ну вот это как понимать? Типа того, что а мы-то чем хуже? А мы что ли не спасаем? Спасаете. Ну куда ни плюнь, не вы на плевке, а я раздражаю. Такое тоже мне писали. Поэтому зачем я буду раздражать? Я к ним хорошо отношусь. Они ко мне не очень хорошо. Если посмотреть, я всегда говорю, когда есть проблема,
Посмотрите на эту проблему с высоты птичьего полета и оцените, стоит ли овчинка того, чтобы люди между собой ругались. И вам покажется эта проблема таким мизером. Это для вас вот сейчас в этом коконе вынь и положи этот ответ на эту проблему. А вы посмотрите с высоты полета на эту проблему. И она вам такой ничтожно малой покажется. Но это могу сказать я, потому что у меня такое количество собак, и я не знаю, за что хвататься. И я говорю, ну неужели мы будем вот этот вопрос никчемный обсуждать? Это для вас никчемный. Для вас собаки ничто, кошки там ничто. Это для вас никчемный. Я говорю, это для меня это никчемный. Я просто не успеваю. Мне надо свои силы, ресурсы разложить, чтобы всем хватило моих слов, моего участия, моего времени, моих организационных моментов. Ну, я должна себя растратить на все ресурсы. Нет, для каждого человека важно только ответить вот на этот вопрос. Этому покажи только видео по этой собачке, этому по этой собачке, этому по этой собачке. А вместе я должна разорваться на всех. И от Борюсика. Наташа, спасибо за донат. Прочитала. Плохо видно, но прочитала от Борюсика. Вот, поэтому вот люди не могут смотреть на ситуацию с космоса. Ну вот просто с космоса посмотрите на нас, на людей, как букашки. Мы шевелимся, делаем эти наши рутинные проблемы, решаем. Но не стоит того, чтобы мы ругались, не понимали друг друга, осуждали. Вот даже мне приятно, что вот как-то вот год назад примерно, по осени так где-то, мы в каком-то там их чате, они там переругались, такие жуткие слова наговорили обо мне, про меня, а потом то одна, то другая из того чата участников вышли ко мне на разговор с хорошей темой. Я думаю, боже мой, неужели они проснулись, неужели они поняли, но они уже в попыхах наговорили кучу гадостей. Но благо, что я не вступила в перепалку, хотя было очень обидно. Зачем люди сеют вот это вот зло? А все зависть. Все зависть. Если собачку не отдашь, если собачку не привезешь, да привезу, да все всему свое время, да подождите вы, ну я не могу разорваться. Нет, мне в первую очередь. Давай поругаемся, давай. Ну, люди, будьте терпимее. Я всех призываю, ну давайте будем терпимее. Мне так хочется тоже порой ругаться, и я и делаю это. И я тоже же человек, я срываюсь. Я просто вовремя включаю вот это вот, опять думаю, опять мелочь, опять мелкие вопросы. Ну почему люди не могут совладать со своими эмоциями или чувствами? Ну ладно, все равно виноватая, да, вот не забывайте, что вот тут у меня висит такая виноватая, в общем, я виноватая, но собакам легче от этого нет, и, в общем, надо их спасать. Может быть, мы вот выходим сейчас в эфир, и завтра не будет уже Ютуба, давайте тогда, ну, пожалуйста, подпишитесь на наши все каналы. Я знаю, у нас там мало подписчиков на Телеграм, Рутуб, мало. Даже если вы останетесь помогать 100-200 человек, все равно, я говорю, мы не сможем вытянуть 200 собак. Понимаете, не сможем. СППЖ команда Якутят, да, Якутята молодцы. Ну, я только могу им помогать, ну, помогала вот несколько раз, передавала им пассажиров. Вот недавно у них тоже прилетел, вот как раз это был наш пассажир. Тамаре спасибо, что она тоже пассажиров находит и тоже передает. Вот делимся пассажирами. Девчонки, да, там вывезли несколько щенков. Я когда вот тоже вывозила кошек, одно место там было тоже у якутят.
А сейчас у них нет, кстати, там один только у них щенок, который болеет. Они сказали, пока им не надо места. Им тоже еще мало переводят. Да всем. Да, отпуск как-то, вот сезон отпусков на всех очень откладывается, да. Как вас еще? Психика не страдает? Нет, психика страдает, я, конечно, тоже кидаюсь и на всех. Но это кто понимает, вот кто очень сильно в теме, понимает. Некоторые свои даже люди не понимают, почему я их покусала. Конечно. Иногда я даже не кусаюсь, а мне говорят, что все равно я злая. Не знаю, но может быть со стороны я злой смотрюсь. Я все-таки стараюсь себя держать, а иногда не сдерживаюсь. В лифте кого-то очень сильно послала. Даже обидно, что я послала. Но не сдержалась просто. Замечания моим собакам делать, некрасиво, когда я никого не трогаю, просто сижу, выгуливаю собаку, а мне делают замечания, то да, я кидаюсь. Нервы не выдерживают. Сосает именно Якутов. Ну да, конечно. Лидия, конечно, все эти имена на слуху. Слава Богу, я же всегда с 16-го года молилась только, чтобы как можно больше людей присоединялось и спасали. Потому что когда мы начинали с Татьяной в 16-м году, можно вешаться было, но никто не спасал. А мы тогда вот начинали, прорубали дорогу. И потом уже это только мы с 16-го года, а присоединяться стали уже где-то в 20-м году. А до 20-го года как прокаженные просто. Пахали. Поэтому и нас спасали. Тысячи спасали. А все имена, которые Лидия перечисляет, то да, конечно, это с 20-го года подключились и эти имена. Лысенький, жалко его очень, Стафика. Со Стафиком, пожалуйста, к Ирен обратитесь. Тоже помогает. Все люди молодцы. Ирен тоже помогала. Много она стафов вывозила. Другой вопрос, что тяжело, не с кем там просить. Но все равно Ирен знает, к кому можно обратиться. Ой, относится к тому, как вы все принадлежите собакам. Как семья? Абстрагировалась уже. Я с ними, а мысленно, даже когда я бываю с ними, на речку, когда вот ездили, я с ними, но я мысленно вся в собаках. Поэтому они так махнули рукой. Иногда обижаются. Вот, обижаются, потому что до безобразия нельзя столько быть, игнорить семью и не быть с семьей, не решать какие-то семейные проблемы, а только все собаки. Мне даже задают вопрос о семейной проблеме, а я отвечаю, как состояние собаки и успеем, не успеем спасти. Мне так уже вот машут кукушка съехала. Правда, это ненормально, это тяжело. Вот. Все люди хорошие, всех спасают. Так, друзья, наверное, в основном на все темы ответила. Наверное, уже все, времени ваше тоже занимать не стоит так много. Мы с вами проболтали уже 2 часа, да. Наверное, все тогда. Давайте тогда заканчивать разговор. Выйдем в эфир или не выйдем. Про ролик я пристроенных помню, потому что надо как-то помогать тем, у кого нет вообще никакой помощи. Да, еще хотела сказать, и почему, например, всегда не хватает. Почему помощи всегда меньше, чем собак? Потому что у меня очень много собак, которые привозились, но откликов на них не было, на финкураторство, и они у меня, а их же привезла я.
Я же их никуда не делала, я же их назад-то не отправила. И они у меня живут. И их тоже надо кормить, лечить и оплачивать. И они, у меня таких собак очень много. Тоже был какой-то у меня план составить по кличкам, у кого каких, у кого есть помощь, там на 2, 3 или 4 тысячи. На полную сумму нет, почти ни у кого помощи. А оплачиваю я полностью, потому что передержки не приемлют взять пол стоимости. Если ты собрала на собачку 3000, то за карата или там за денди вот 3000. Нет, конечно, любая передержка скажет, там мы так запутаемся. В июне ты на карата собрала 3000, в июле 2500, и так по каждой собачке. Нет уж. Вот ты должна 7500, будь добра, заплати. Значит, эти будут не оплаченные, а вот за этих полностью оплати. А эти тогда ты, когда соберешь на них, и когда ты снова соберешь там на тех, то оплачиваешь этих, и этот вот кавардак, он бесконечный. И у меня поэтому всегда не хватает, потому что на многих собак не было откликов. Или там откликнулись, например, 2 человека. Один на 1000, другой на 200 рублей. Или 4 человека в общей сложности на 2000. Ну, короче говоря, не хватает. На всех собак нужную сумму не хватает. Поэтому долг растет, растет, растет. Это вот осенью, когда я подсчитаю все ужасы, масштабы бедствия, чтобы вы мне не спрашивали, а откуда долг, мы же платили, мы же перечисляли. Вы перечисляли ту сумму, на которую подписались, а на собаку полной суммы не хватало изначально. И поэтому с июня, у кого-то с июля, у кого-то с мая копится долг. И все это суммируется, и это в итоге получается, что не хватает. Вот. Всегда плохо, когда спасаешь, когда вы говорите, мы с вами, мы поможем. Ну, вы поможете, допустим, пока вы помните про эту собачку. А когда время идет дальше, и вы уже забываете про эту собаку. Вы уже забыли, и спасаются новые, или не спасаются новые, а просто рассказываешь о проблемах других. А эта собачка так осталась без помощи. Мне ни одна передержка не простит ни одну собаку. Нет, конечно, нет, конечно. Если кто готов взять на передержку собаку за корм, хотя бы за корм, просто вот мы мешок корма через интернет закажем, вам привезут корм, за корм просто, то вы мне напишите. Я от такой помощи тоже не откажусь, чтобы людям не казалось, что я привезла собак и давайте собирать деньги. Нет, пожалуйста, я готова, вот 200 человек найдется, 200 людям раздать по собаке, но только если у вас сильная рука, вы умеете ей управлять, вы знаете, что такое поводок, вы знаете, что собака должна, может вам что-то там перекусить, там провода какие-нибудь. Если вы ко всему этому готовы, и вы не потеряете собаку на улице при выгуле, то тогда напишите мне, и я готова собак раздать на передержку вам, а кормом мы вас обеспечим. На корм легче собрать, чем на все остальные другие передержки. И тогда будет всем легче. Ну вот, как бы так. И чем закончилась против эвтаназии? Ваша акция в Москве? А что в Москве? У нас пока нет, не вводили. У нас только крематории, я слышала, ставят в области. Потому что к этому идет. А так официально нет. Там по умолчанию на верхушке есть договоренность, уже условности все эти, чтобы общественность утихомирить, и чтобы мы не сильно так бзыковали, то убирать собак тихо и молча. А по области там своя кухня. Вы, если при желании, можно, там много чатов, из которых я сейчас собираюсь выходить, не выдерживают нервы.
Бурятия, Астрахань и прочие все эти чаты. Там есть чаты, вы можете подключиться и быть в курсе, как там события идут, кого спасают, а кого там сжигают. Жизнь кипит полным ходом. Акции. Ну, вы же, наверное, знаете и про магаданского прокурора, тоже это все на слуху, пестрит в интернете, это можно все увидеть. Единицы людей, которые поддерживают волонтеров. К якутским волонтерам. Чего? Попробуйте обратиться к якутским волонтерам. Как это к ним попробовать обратиться? Мы с ними с 16-го года. Что к ним обращаться? Юлю, конечно, знаю. Вы лучше спросите, кого я не знаю. Всех знаю. Нет, неправда. Нет, неправда. Она никого не бросала. Напишите мне на WhatsApp, я вам расскажу всю правду. Просто все вымогали из нее денег. Вот и все. А когда она продала все, что можно продать, и когда работу потеряла, то ее кинули, оболгали, сравняли с грязью и сказали, что какая же она плохая. На самом деле это все не так. Я ей тоже помогала, и помогала вывозить, и некоторых перехватывала собак, чтобы только не отвезти на те передержки, в которые она окунулась по незнанию. А эти передержки хотели только денег. Они, естественно, хотели, они не могли не хотеть, но она просто наших законов не знала, московских, что если ты не будешь оплачивать, то собакам не жить. А она повелась, она думала, что очень хорошие люди. Хорошие люди, пока ты им платишь. А как не платишь, то сразу тебя в черный список, и ты очень плохой. Сравняют с землей. Вот я не буду платить, вот вы узнаете, какая же я сволочь. А я завишу от вас. Поэтому тут все замкнутый круг. За просмотры сколько-нибудь вам платят? За просмотры чего? Роликов? На Ютубе? В интернете? Нет, не платят. Монетизация отключена очень давно, с момента начала войны. О собачках, у которых нет финкураторов. Да, вот, кстати, хорошая, Елена, мысль о собаках, у которых нет финкураторов. Мне надо... У меня Анечка ведет вот эту вот статистику и там разруливает в чатах по финкураторам. Мы как-то с ней делали по одной передержке, которая очень требовала, топала ногами, обзывалась и легалась, и на чем свет стоит, какая же я плохая за то, что я не плачу. А я сказала, что я не могу платить. Я не плачу не потому, что я имею деньги, но не плачу, потому что помощь сократилась в разы. Вы видите, что творится в мире. А мне сказали, а нас это не интересует. И тогда я подумала, ну какой мне банк ограбить, ну куда мне пойти, на какую дорогу, чтобы ограбить и заплатить. И вот такие перебранки у меня были. И вот тогда Аня вывела мне такую статистику, что у меня из 60 собак только 23 собаки, 1/3 собак имела финансовую помощь, и то в половинном объеме. На половину собак, на треть собак, на половину суммы. Надо, например, оплатить 7500, а у меня помощи на 2, 3 и даже редко на кого 4000. И недостающие суммы приходится брать из разовой помощи других тем. А когда эти темы сократились, когда роликов стало меньше, когда самолетов стало меньше. Раньше были самолеты, хочешь не хочешь, а вперед и с песней. А сейчас самолетов нет. А рутинные проблемы, у кого что болит, моих сил не хватает обо всем этом говорить. В общем, всего сократилось.
И она, конечно, вот мне составила список, я ужаснулась. У меня только из 60 на 1/3 собак, финкураторы. А на остальных на 2/3 так, выплываем кое-как. И растут долги. Поэтому надо сделать такой ролик. Прям вот потоком. У меня все по спискам. Поэтому, когда вот вы просто помогаете на тему, кому нужнее, да, вот такая есть как бы формулировка, кому нужнее. Мне вот эти деньги помогают, эти деньги запускать туда, у кого нет вообще помощи. Вы-то их, когда ролик шел, когда я вам показывала, что вот спасаем, мы вывозим, и вы одобряли, вы цветы, аплодисменты, браво, все это было, а потом вы забываете про них. А у меня новые темы, у меня каждый день новые темы, и я не успеваю, понимаете? Вот мне только вот в этом коллапсе еще не хватает только фонда с декларациями повесить себе на нос, и все, и жизнь удалась. Вот. За что? Бумеранг еще не отменен. Бумеранг не отменен. Я поспорила бы на этот вопрос. Нет, не в наше время. Может быть. В каком-то процентном соотношении кому-то бумеранг придет. Но я не хочу, не скажу, что он работает. Это для самоуспокоения формулировку придумали. А эти все чиновники, плодящие эти законы, очень даже неплохо процветают. А если к ним он и придет, бумеранг, так он ко всем придет. У всех свой путь, и конец тоже свой. А про загробную жизнь не будем говорить, там это другая история. Так, щенков бы все группы спасали хоть по 1-2 штуки, иначе гибель через неделю. Я очень прошу, может быть, все-таки вы разберете моих 6 щенков, которых я в мае спасла из Моздока. И они сейчас вырастают, они хорошенькие. Мы им сделали фотосессию. Все замечательно, но мне некуда их пристраивать. Никому не надо. Никому не надо. Что мне с ними делать? Ведь они превратятся в 6 больших собак. Спасаешь, когда вот таких маленьких клопиков, сюси-пуси, ой, как жалко. А потом получаешь так вот, бац, плюсом еще 6 собак. У меня один щенок, спасенный в 21 году, все пристроенные было, там их 4 или 5, я уже не помню, пристроенные, а вот один завис, самый лучший, с самым золотым характером. Вот он до сих пор большой собачкой живет у меня на передержке. Спасали, думали, мальчик, спасли мальчика мы, а этот мальчик взял нам и родил щеночков. Неожиданно, в минус 55 в будке. Вот и все. И был крик, ор, перебранка, как так, почему спасли мальчика, а мальчик родил. А сейчас, кстати, кошечек мы спасли. На кошечку мы спасли 2 девочки и мальчика. А оказалось, девочка оказалась мальчиком. Сказали, что стерилизовали год назад ее, и она была в попоне, как стерилизованная ходила. Мне даже хотели прислать фотографию. Я в 2 клиниках у 3 врачей просила проверить еще и еще раз. Может, все-таки это девочка? 3 врача подтвердили. Какая же девочка? Вот посмотрите. Вот орган вылезающий, вот член. Вот бубенцы. Я говорю, а что, даже не кастрированный? Нет. Оказался мальчиком не кастрированным, а приехала как девочка стерилизованная. Стерилизовали в клинике, сказали, в Якутске. Интересная получилась история. Вы говорили, просмотр плейлиста помогает продвижению.
Вот сейчас продвижение, вот чем вы больше смотрите, тем больше мы удерживаемся на верхних строках, на верхних строках смотрибельности. Вот так вот я могла бы сказать. Вот так я понимаю, вот так так я понимаю. Вот все, что я могу сказать. Где-то до весны, по-моему, Татьяна, не знаю, не даст соврать, по-моему, какая-то 1 копейка капала, что-то такое было. А знаете как потом, почему все остановилось? А вывести деньги, которые капают за просмотры, вот плейлист, раньше это работало, да, до начала войны, до 22 года. А потом, знаете как, нельзя было вывести. Ни на одну площадку эти деньги вывести, которые капали на YouTube, вот на донат, вот за просмотры, да, вот это вот монетизация, некуда было вывести. Потом как-то, сейчас не буду врать, что-то с 30% что ли, вывели там $100 или 100 евро, $100, наверное, вывели, а чего-то смогли перевести через какую-то площадку очень-очень мытарственным путем не 100, а $70. А 30 они удержали как-то у себя. Вот что-то такое было. По-моему, это было по зиме, я могу ошибиться. Татьяна лучше знает. Вот, а так, обязательно смотрите, чтобы мы были на каких-то верхних строках, и чтобы нас больше людей смотрели. Когда больше смотрят, то больше подписываются. Ну, даже сейчас, вот знаете, вот перед смертью не надышишься, что говорится, да, как говорится. Но все равно смотрите. Смотрите. Так, это Якутск мне позвонил. Потом отвечу. Так, если с рекламой просматривать видео на YouTube. Ну, вот это я ответила. С рекламой, без рекламы. Да. А с рекламой какой? У меня не идет реклама. У меня реклама. Нет, у меня, по-моему, не идет реклама. Это когда VPN подключаю, то да, 4 минуты надо рекламу посмотреть, чтобы подключить. Это мучение. Сначала мы да, ничего русским не платили, ничего русским блогерам на Ютубе сначала. Да, люди, заберите щенков, не бросайте их, сердце болит. Ну, заберите их, сердце болит. Вот я вот кричу, да, кто заберет? Некому забирать. Десятками в неделю. Понимаете, чтобы щенков не было, надо собак стерилизовать, а там не принято стерилизовать. Пощадите деток в ППЖ. Нет, смотрите, что они умрут там. Ну, сейчас уже все умерли, там уже нет щенков. Это раньше там по 50 штук сразу трупиков в костер, а сейчас-то нет. В мороз от мороза умрут, а летом от энтерита. Там не принято. Не принято, ой, 100 раз говорю, даже аж самой тошно от того, что говорю одно и то же, и раздражаю еще больше якутских. Там не принято обрабатывать и дезинфицировать. Даже обработаешь и продезинфицируешь, и то не поможет. Там, где были энтеритные щенки, подлежит все сжиганию. У меня будки на передержке, вот Галина, что ли, она сжигали они. Построили, и прям вот жалко было, тогда был 21-й, что ли, год, они сожгли будки, чтобы эту заразу уничтожить. Потому что у меня тогда щенки, да, у Фреюшки тянули, собака с тяжелой судьбой, и все равно они заболели, где подцепили, не знаю. Может, на ногах принесли, сжигали. А кто будет сжигать и что сжигать? В ППЖ и так нет построек, там и так нет нужного количества и достойных будок. Там все такое хлипкое из фанеры с щелями, оббитыми коврами на севере, в минус 55. Щели и ковры. Ой, боже мой. Нет, по щенкам одна группа всего. Одна группа якутята. И то они примкнули, вот когда
она тоже якутята, вы, наверное, странджи, да? Смотрите, они когда туда зашли, в якутскую тему, их все вот отправляли. Анечка тогда, я с ней вот разговаривала, она мне позвонила, говорит, ну с чего начать спасать? Пассажиров нет, пассажиры все только к вам идут. Говорит, как? Говорит, я говорю, используйте, говорю, карго. Карго было еще нормально для щенков по цене, а сейчас там и карго взвинтили цены. Все же структуры только стараются содрать. И вот они спасали. Ну, как-то у них много сначала было так потерь, да. Потом они, наверное, нашли нужных врачей и меньше стали терять щенков. А там же тоже передержки. Если заболеют на передержке, как потом на эту передержку тащить щенков других? А с ППЖ щенков, если тащить, то они заведомо ясно, что энтеритные. Притащишь один раз на передержку щенков, заразишь передержку, а больше передержка скажет, больше они возьмут, вы мне заразили передержку, а там больше нет, там всего только пол передержки или полторы передержки, чтобы было понятно. Там никто же не будет заниматься. Ну, замкнутый круг. Замкнутый круг. Что с Ютубом? Это все отразится на канале и хвостиках. Да, пострадают собаки. Вот помните, что заблокированный YouTube страдают собаки. Это мои нервы, это мои тяжелые отношения с передержками. Это крик, ор, ругань и, в общем-то, и непонимание, что делать с собаками. Вот что нас ожидает. Ожидать, что люди добрые, они никуда не денут, ну, можно так ожидать, конечно. А что, они без еды-то проживут, что ли? Нет. А раздать им по одной горошине, ну, наверное, это тоже не поможет. Собакам надо все-таки как-то объяснить. Куда их? Выпускать на волю? Ну-ка, быстро закидайте меня тапками. Реклама есть на Рутуб. Оплачивается. Татьяна, не знаю. Нет, наверное, не оплачивается. Татьяна ответит, наверное. Нет, ничего не оплачивается. Вы были в Якутске? Нет, Бог миловал. А если бы я там жила, то я бы никого не смогла спасти. Это я вот отвечаю на вопрос. Многие считают, что я живу в Якутске, и если бы я там жила, я бы никого не смогла бы. Я не знаю, не представляю даже как. Где-то на пустыре, в леднике строить, не знаю. Вы знаете, Айхал, поселок Айхал, вот как-то это же тоже, да, севернее еще, но прекрасный у них там приютик они создали из какого-то, из блока какой-то птицы в фабрике, что ли, где-то что-то выкупили. И на 50, ну, у них маленький поселок, поэтому у них там на 54 собаки вот было, я знаю, приют. Там Галина и Татьяна это все организовывали. Ну, замечательно, замечательно. Мне очень нравится, я прям даже восхищаюсь их приютиком. Но это люди, они не местные. Они уехали с мужьями, геологами, много лет назад и остались там, на севере. И вот жены занялись вот этим организацией вот этого приюта. Вот бы такой приют создать в Якутске, но, наверное, там таких организаторов нет. Таких организаторов нет, поэтому никто не может там организовать. Что-то попытки делали. То, что я там за эти годы 3, ну, скажем так, бомбоубежища для собак. Я не могу назвать это передержка, ну да, передерживается. Ну, 3 с помощью вот Тамары построили в 3 местах вольеры на передержках. Но это быстро все угасает, интерес быстро пропадает. Платно, вот, то есть построили вольеры, сейчас пользуются этими вольерами другие кураторы, другие спасающие, в частности, те фамилии, которые вы мне здесь написали, Лидия, значит, вот они пользуются, да, пользуются этими вольерами.
Ну, вольеры такие, я не знаю, для зимы это вольер, не вольер, но тогда, когда их убивали массово, это было спасением. Это было спасением. А сейчас вот. Людям свойственно сначала дружить, договариваться, потом им свойственно не сдерживать свои обязанности и обязательства, не сдерживать слова. Люди расходятся. В этой теме зоозащитной, к сожалению, публика очень разношерстная, и здесь не избежать расхождения людей. Формулировки «Что же вы делаете? Вы одно дело общее делаете». Не срабатывает это, даже не хочу на эту тему говорить. Вот, и люди расходятся. Люди расходятся, и не у всех хватает вот как бы мудрости, да, разойтись по-хорошему. Иногда люди расходятся по-плохому, что очень плохо. Я всегда говорю, что в теме какой-либо, что в бизнесе каком-либо, что в семье той или иной, расходиться надо достойно. Но не получается. И этими вольерами пользуются другие фамилии. Наверное, мы заканчиваем, да? Я не пойму, может быть, мы уже закончили. Есть канал Собака Фан. Там 1 000 000 подписчиков. Да, Саша там ведет, да. Угу. Чтобы вас пропиарили, недорого попросите, думаю, согласиться. Нет, конечно. Странджа, а вы давно на нашем канале? Извините, если не так, чтобы словом вас не обидеть. Люди очень ранимые, надо подбирать слова. Поэтому скажите, вы давно на нашем канале? Я просто немножко, наверное, глубже понимаю истоки все, происхождения каждого канала, и кто что может, а кто что не может. Это все было актуально, когда собак убивали тоннами, и за каждую голову убитую платили по 1500. Вот тогда надо было смотреть, кто подключался к помощи, а кто не подключился. А кто подключился и потом все посыпал пеплом. Вот тогда было все это актуально, но тем не менее не подключились. Не Ставрополь, канал в Ставрополе известный, да, не называем, тоже не подключился. И Фан тоже не подключался. У Фана на нашем канале пару лет. Ну, видимо, после войны вы уже подключились. Вот, мы прошли огонь и воду, медные трубы, мы перепробовали все. Но, как говорится, один в поле не воин. Руки нужны и ноги нужны. Нет таких сумасшедших, которые бы себя на плаху положили. Наверное, этим все сказано. Ну ладно, давайте мы заканчиваем разговор. Если есть у вас желание присоединиться, углубиться глубже, понять какую-то суть, соль, то, пожалуйста, я буду рада. Я на что-то сейчас нажала, и что-то пропало. Не туда, наверное, нажала. Все, друзья, давайте до свидания всем, до новых встреч, может быть, уже на других площадках, может, еще успеем здесь в сентябре сделать ролик, стрим, то есть, ну все. Не забывайте про нас, очень вас прошу, у нас 200 с лишним собак, не забывайте, у меня просьба одна. Помогайте не мне, собакам, только собакам, мне не надо, у меня все есть, что нужно. Вот, все, да, отключаемся, останавливаем трансляцию, останавливаем. Останавливаем. Так, ты что чихаешь? Так, я остановила трансляцию или опять что-то не остановила? Да нет, остановила.
Так, остановить трансляцию. Остановила же. Еще раз остановила. Ну, даже не вырубается. Я не знаю. Остановить. Ой, да, промокод. Боже мой. Акция до 31 августа. Ой-ой-ой. У меня глючит телефон, этот ноутбук. Глючит, я не могу выключиться. Люди, вы можете отключаться, если вы меня слышите, у меня не выключается. То не включается, то не выключается. Отключить трансляцию никак не получается. Так интересно даже. У меня вообще все окна не рабочие. Я не знаю, что вообще происходит. Неактивные. Ни включение, ни выключение. Я не знаю, что это. Все мои попытки.
Так что только захлопну ноутбук.